Экспедиция Шинтоп-Трофи 3 года назад прошла весь Колымский тракт. Стартовав от Якутска, команды дошли до Магадана. Теперь задумана гораздо более серьезная кампания. В июле 2010 года Шинтоп-Трофи намерена достичь побережья Северного Ледовитого океана на границе Якутии и Чукотки. Как и в 2005-м, идея принадлежит Владивостокскому джиперскому клубу «Шатун». Внедорожный клуб «Шатун» существует уже больше 10 лет и сотрудничает в проведении масштабных внедорожных мероприятий в Российской Федерации с брендом «Шинтоп». Благодаря этому стало возможным проведение в 2005 и 2006 году экспедиций Колымским маршрутом в 2005 и «Планета Монголия» в 2006. В этих экспедициях спортивного формата принимало участие достаточное количество джиперских экипажей с разных регионов России, в том числе была якутская команда, и надо сказать, что якутская команда заняла первые места и в Шинтоп-Трофи 2005, и в Шинтоп-Трофи 2006. Вот, поэтому сразу, когда мы будем говорить о Шинтоп-Трофи 2010, хотелось бы, чтобы традиция участия якутской команды и занятия первого места на Шинтоп-Трофи, она продолжилась. После активного покорения Северного края в середине минувшего века силами всего Советского Союза человек начал снижать свою активность в этом регионе. Вместо рыка экскаваторов и шума буровых установок здесь опять звучит тишина. Сегодня многие населенные пункты существуют только в памяти людей, когда-то там живших и работавших. Эти очаги цивилизации постепенно вновь поглощаются матушкой природой. Именно поэтому так манит к себе Колыма отчаянных путешественников. Мы на самом деле сделали определенную паузу в наших мероприятиях, потому что ездить по старому маршруту неинтересно, хочется чего-то нового. Но, несмотря на то, что Россия вроде как страна большая, ездить особенно некуда. Потому что на северное направление до Магадана мы съездили, до Монголии, до Южного Гоби, через Иркутск мы тоже съездили. Европейская часть Российской Федерации нас не интересует, поскольку асфальт, скучно все. Вот. И тут пришла абсолютно неожиданно в голову идея. Посмотрели на примере наших коллег-англичан проект From Cape to Cape Expedition. То есть они едут на лендроверах по земле, допустим, там, до крайней точки на каком-то материке, и потом надувают поплавки, включают двигатель от катера, и машина своим ходом переплывает, там, например, Берингов пролив. Ну, что они, собственно, и сделали. Предстоящий путь, особенно его водная часть, практически нехоженный. И это неимоверно подстегивает участников будущего похода. Все понимают, что автомобили, даже самые подготовленные, не имеют ни малейшего шанса. А потому штурмовать Колыму будут машины-амфибии. Мы едем своим ходом. Ну, кто-то едет из Владивостока, есть у нас экипажи из Новосибирска, из Омска. Точка сбора у всех в Якутске. Потом едем по Колымскому тракту, доезжаем до пересечения Колымского тракта с Колымой. Здесь машины буквально там в течение получаса-часа превращаются в плавсредства. И дальше мы сплавляемся от моста через Колыму до Нижнеколымска. Вообще план окончить путешествие в поселке Амбарчик на берегу Северно-Ледовитого океана. Именно поэтому проект называется «От Тихого до Ледовитого». Ну и опять же, проект еще интересен тем, что поселки, которые есть на Колыме, там какая-то дорожная инфраструктура есть, но она между собой не соединена. Вот, поскольку автомобиль превращается в амфибию и обратно достаточно быстро и беспроблемно, для нас будет представиться редкая возможность не по зимнику, а вот в летнее время там очутиться и посетить какие-то интересные места, если к ним есть автомобильная дорога.